Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку моего канала. Земной вам поклон. Давайте сегодня сделаем отсыпочку на такую тему. Трансформация вашей судьбы. Что, когда, как, в какую сторону. Если тема интересна, если вы не боитесь узнать о своем будущем, пожалуйста, присоединяйтесь. Загадайте на себя и давайте будем смотреть. Я убираю Назар, прошу высшей силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Через терник звездам. Это про вашу судьбу. Смотрите, какие у вас тут колючки в основании. Видите? А в звездах у вас крылья. Вы летать будете. Вы человечек, который рожден для того, чтобы летать. Знаете, все остальные будут по земле ходить, кто-то ползать, кто-то спотыкаться, а вы будете летать. Вас невозможно остановить, вам невозможно запретить. И кто бы что ни пытался сделать, помешать, навредить, не получится. Просто не получится. Вы будете летать в будущем. Ну, давайте пойдем по порядку. Сейчас очень много колючек, очень много каких-то препятствий. Кто-то совсем по жизни потерялся. Ну, такие жизненные обстоятельства. У человека сплошной вопрос в голове. Что делать? Как поступить? Что произошло? Почему в моей жизни, ну, вот такой прям беспорядок, руины, да, бедствия? Почему это со мной происходит? Кто-то просто молча ждет, надеется и очень переживает за себя, за своих близких. Вот у вас такой этап сейчас непростой. Этап, который обнажает узкие места, этап, который заставляет, ну, просто лихорадочно, я вижу, кто-то пытается найти эту спасительную соломинку, выбраться, да, из этой клоаки. Ну, а кто-то должен действительно как замедлиться и посидеть, подумать, подвести какие-то итоги, проработать какие-то ситуации, отпустить то, что не нужно, придумать себе стратегию на развитие. Вот. В любом случае, то, что происходит сейчас, в сегодняшнем дне с вами, это нормально. Это очень важный этап в вашей жизни. Пусть он тяжелый, пусть он грустный, пусть он болезненный, но вы должны были это пережить. Это было прописано еще до вашего рождения. Да, вы все разные, да, отсыпка общая. Но раз вы попали на это видео, значит, вы должны об этом знать. Не просто так вы сюда пришли, не просто так именно это видео вам попалось. Значит, мои хорошие, то, что сейчас вас печалит, вниз тянет, ну а кому-то боль причиняет, это пройдет. Обязательно пройдет. Причем пройдет, ну буквально, ну вот давайте так, до конца года это 100% из вашей жизни и исчезнет. До конца года. Когда бы вы не смотрели эту отсыпочку, вот конец года идет как облегчение и избавление, выход из вот этой тяжелой, гнетущей ситуации. Значит, мои хорошие, какой будет ваша трансформация? Трансформация – это апгрейд. Вы станете лучше, вы станете сильнее, смелее, решительней. Вы будете задавать тон самой судьбе. Не она вам будет диктовать, да, делай так, туда тебя толкну, сюда тебя толкну, туда не пущу. А вы будете судьбе говорить, хочу то, хочу это.
Вам будет дарована такая свобода. Вы действительно этого заслужили, пережив все эти муки, все эти страдания. Вот честно, я прям вижу, кто-то физически очень сильно страдал, здоровье, там какие-то травмы, может быть, даже и нападки такие серьезные на вас были, а кто-то душевно не менее пострадал, да, может даже и более душевно пострадали, а кто-то и так пострадал. Тяжелый путь вы прошли, очень тяжелый. У кого-то путь длился несколько лет, у кого-то длился несколько месяцев, а кто-то за несколько дней такую дозу боли принял. Ой, даже страшно об этом говорить. Мои хорошие, раненые вы мои сердечки, все полечится, все пройдет. Вы переживете. Вы гораздо сильнее, чем сами про себя думаете. У вас невероятный запас прочности. Буквально со дня на день у вас откроется второе дыхание. Второе дыхание и прилив сил пойдет. Я это вижу. Просто дождитесь, не форсируйте события. Всему свое время. Да, вот такая доля вам выпала. Но ваша доля не самая худшая, поверьте, не самая. Вам дарована долгая жизнь, долгая и счастливая жизнь. То, что вы сейчас страдаете, с лихвой окупится в вашем будущем. Так, мои милые. Какой будет ваша трансформация? Давайте начнем с работы. Именно работа, деньги, финансы. Я вижу тут человечка, у которого были и взлеты, и падения. То есть человек чего-то добивался, что-то имел, потом раз в один момент все терял. Вижу человека, который в надежде, да, на кого-то, либо на работу вы надеялись, либо на своего партнера, возможно, зашли в кредиты. Сейчас ни партнера, ни работы, но кредиты при вас. Вижу человека, который в своем деле, да, вот развивал свое дело, свое мастерство оттачивал и работал честно, и все делал правильно, там не врал, не халтурил, качество делал, да, а вот вас как затмевает что-то. Вот ваши конкуренты, ну просто ужас, оторви и выброси. Брак на браке и все такое, прям, знаете, гнилью пахнет. Фейк, контрфейк идет. У них все хорошо, а вы в минуса выходите. Прям горюшка идет. Но, конечно, это же такая большая несправедливость. Вот. У кого такая ситуация, кто себя узнал, кто по финансам очень тяжело, очень тяжелую ситуацию сейчас переживают, да, и прям тяжесть идет, финансовое бремя идет. У вас трансформация, она начнется с работы, с настоящей работы по вашему призванию, по вашему желанию и с огромным удовольствием. Вы начнете работать не на деньги, а на удовольствие. То есть найдете себе такую работу, может быть, обучитесь на такую вакансию, не знаю, как на такой вид деятельности. Может быть, бизнес свой переориентируете. То есть вы будете работать и получать в первую очередь удовольствие. Как только вы почувствуете это удовольствие, вот радость, да, от дела, которым я занимаюсь, деньги просто гоняться за вами будут. Для вас в будущем деньги вообще не вопрос. Ну вот совсем не вопрос. Вы не думаете, ой, надо экономить, надо там собирать, надо как-то вот ужиматься, прижиматься, в чем-то себе отказывать. Нет, такого не будет от слова совсем. Наоборот, вы меньше всего будете об этом думать, потому что денег вам будет хватать вот на все и сразу. И купить, что хочешь, и порадовать там близких, родных, да, какими-то хорошими подарками, и отложить, и покрыть все свои основные расходы. Все это будет. Это будет. Вы будете гоняться не за деньгами, а за вот самореализацией и удовольствием от того, что вы делаете. Это замечательно. Кто сейчас не работает? Например, вы пенсионер. Вот, вроде как какую-то денежку получаете, но этого явно не хватает. Не хватает. Мои хорошие, я точно не могу сказать, что это такое, но вы своими ручками, своей головушкой, вот до какой-то мысли дойдете. Вы будете зарабатывать, давая людям
какие-то позитивные эмоции. Может быть, вы будете преподавать свое мастерство. Да? Возможно, вы до пенсии были преподавателем, вы можете давать частные уроки. Может быть, вы всегда мечтали выращивать какие-то, ну, я не знаю, там, растения, либо заниматься, я не знаю, выращиванием, производством чего-то. Вы будете это делать. У вас будут помощники. Вот, и будете работать в удовольствие. Вы сможете применить весь свой багаж знаний. Мало того, что вы его примените, так вы еще и очень хорошую денежку получите. И действительно, вот помощники. Может быть, кто-то в семье будет помогать, а может быть, это будут нанятые люди. То есть, представляете, объем полученных средств, что вы сможете себе позволить нанять человека. То, что вы сейчас жалуетесь на свою маленькую пенсию, слушайте, но вы ее совсем замечать не будете. Деньги пойдут, вы про пенсию свою забудете. Вот. Хорошо все будет. Неважно, сколько вам лет, еще раз повторюсь, неважно. Здесь вот показали самым главным моментом, это именно доходы, ваши доходы и уход от, ну, извините, но у кого-то прям нищета идет. Разорение, банкротство и долги. Вы от этого уйдете. Уйдете 100%, даже и не думайте. Деньги будут, и будет их достаточно для того, чтобы жить, наслаждаться и ни в чем себе не отказывать. Вот, это первый момент. Второй момент – это у нас отношения, устроенность в личной жизни. Опять же, вы все разные, у всех разная ситуация. Но я вам тут гарантирую, что у меня одиночек нет. У меня нет людей, которые... Ну вот один как перст, да. Таких людей у меня нет. Будь вы мужчина, будь вы женщина. Вокруг вас есть несколько человек. Понятно, что у каждого свое количество отыграется, но тем не менее. Вот 2 человека точно есть, их может быть гораздо больше. Это семья, это друзья, это какой-то коллектив, это возлюбленные. Это какие-то прям, может быть, даже найденные, утерянные, найденные родственники. Вот, люди вокруг вас будут, и вы будете всегда находиться, ну, в обществе. Одиночества здесь нет. Вот, не расстраивайтесь и не переживайте. Девочки, которые у меня уже, ну, зрелые, назовем их так. Я вот не могу вам четко сказать, то ли вы... родите, то есть какая-то поздняя беременность идет, но это уже вам за 40 должно быть, да? Но как раз тот возраст, когда считается, что все, крестик на вас поставили. У вас идут, ну, беременности, роды, девочки. Конечно, понервничайте, но будет все хорошо. Ребеночек здоровый будет, абсолютно здоровый. Вот. А у кого-то идет, что вы примете ребеночка. Опять же, это может быть как и усыновление, так и мужчина, например, будет с ребенком, и вы примете этого ребенка на воспитание. А может быть, ну, допустим, да, как вариант, у мужчины там уже внуки есть, да, и вы примете этих внуков, будете растить как своих внучат, но будете очень много с этими детьми возиться. Не исключено, что вы будете вместе проживать. Вот я вижу, что вы еще будете воспитывать каких-то детишек. Ну, каких-то своих, да. Это уже будут ваши детишки. Вы будете воспитывать своих детишек. Вот. Так что даже не думайте и не переживайте. Одиночества здесь нет. Что касается мужчин. Мужчины в жизни женщины. Смотрите. Опять же, вы все разные. Здесь мужчина вырисовался судьбоносный. Вот тот человек, который вам по судьбе, вы с ним будете. Кто-то уже с этим человеком находится в отношениях, кто-то был с этим человеком в отношениях. Ну, вот по случайности, по какому-то, ну, воле, да, по воле случая вы с этим человеком разбежались, сойдетесь. Ну, а кто-то с человечком своим еще только познакомится. Это у вас уходит на второй план, на второй. То есть второй план, второй шаг, этап, да, вашей трансформации. Все начнется с денег. Деньги. Здесь деньги главные. Как только по деньгам вы добьетесь того, чего хотели, да, вот, прям почувствуете себя материально обеспеченным человечком, вот у вас и любовь подтянется, личная жизнь у вас нормализуется.
Я тут могу до бесконечности перечислять разные варианты, понимаю, что их очень много будет. Мы потратим огромное количество времени. Я не буду этим заниматься, просто вот кто зашел на мою отсыпку. Вот знайте, у вас будут деньги, и вы будете счастливым человеком в личном. Вот это будет обязательно. Вот, других вариантов для вас нет. Все, вы на эту отсыпку попали, значит, это про вас и это для вас. Так. Здесь еще один момент. Кто-то будет прощать своего врага, своего недоброжелателя. Кто-то будет прощать вот лично, да, вы человеку будете говорить, ну все, я там на тебя не обижаюсь, все тебе простил, простила, давай иди. Вот. А кто-то вот будет прощаться, ну, мысленно будете прощаться. Может быть, что-то с вашим врагом случится нехорошее, да? Все ведь в жизни бывает. И вы будете прощаться, вы будете об этом думать и как отпустите этому человеку его прегрешение. А может быть, кто-то придет за этого человека, попросит. В любом случае, врагов у вас не будет. По крайней мере, всех тех, кто вам вредил, вы простите. Великодушно простите. Это тоже очень важно для вас и для вашего будущего. Почему? Чем больше мы помним обиды, чем больше мы собираем эти все претензии, тем больше мы притягиваем людей, ну вот как на новый круг заходим. Да? Одного не простили, к нам еще двоих послали. Но вот посмотри, да, научись прощать, научись принимать. Не сумела, мы тебя 3 пошлем. Не сумела, там 10 пошлем. Поэтому, мои хорошие, вы своим умом дойдете, вы поймете, прям почувствуете, что вам нужно сделать. Вот, отпусти. Прям захочется простить человека. Захочется. Вот от сердца захочется, и вы это сделаете. Так, еще очень важный момент касается принятия. Принятия какой-то потери. Какая-то в жизни ситуация у вас произошла, какая-то потеря очень серьезная была. Может быть, близкого потеряли, может быть, потеряли все, что имели. Ну, не могу про это говорить, прям ком, понимаете, стоит и сразу хочется в слезы. Я думаю, вы сами знаете о своих потерях. Не буду на этом акцентировать внимание. Скажу лишь, что вы примете. Вы примете, конечно же, не забудете, но вам станет очень легко. Вот прям легко станет. Я не знаю, что это будет, я не могу вам сказать, но ваша боль, ваша вот эта тяжесть, она превратится в радугу. Радуга идет, да, то есть состояние радуги, когда человек без боли о чем-то вспоминает и думает, когда нет этих вопросов, да, просьб, да, к высшим силам, за что, зачем, почему отобрали, почему лишили. То есть вы от этого уйдете, вам что-то откроется. Откроется нечто вот прям такое сакральное, глубокое и ну, вот связано с тонкими мирами. Не могу сказать, что. Вот, примите, вы эту потерю примите, вот, успокоитесь. Память хранить будете, но память будет не про слезы, не про боль, а про радость, улыбка будет. Так, еще, смотрите, здесь у меня с правой стороны человечек, у которого фонтан в руках. Но действительно, в правой руке человек держит фонтан. Это талант, это особенность, это способность, сверхспособность. Что-то вы в себе обнаружите. Мало того, что обнаружите, так еще и реализуете. То есть будете реализовываться как абсолютно талантливый человек, человек уникальный и очень специфичный. То есть вы будете вот чем-то отличаться от других. Я уже говорила, да, другие будут ходить и ползать, а вы будете действительно на крыльях летать. Вот как-то вот вы возвыситесь над другими. Конечно же, я не говорю про гордость, про там, звездность, этого у вас не будет. Вы как были добрым, милым, открытым человеком, таким и останетесь. Просто вас другие люди будут считать как минимум звездой. Звездой. Вы будете для других людей как особенный человек, как небожитель. К вам так будут относиться те, кто вас не знает, либо очень плохо знает. Как с трепетом и уважением, с обожанием будут на вас смотреть. Вот тут уж, извините, точно не могу сказать, что это. Но кто-то популярным станет, кто-то станет очень известным, кто-то станет мега известным.
Да, много людей будут вас знать, в лицо знать, либо знать, чем вы занимаетесь, поклоняться вашему таланту. Это будет. Это обязательно будет. Так. И еще очень важный момент – это преодоление какой-то то ли болячки, то ли болезни, то ли привычки. Это ваша, либо человечка, к которому вы относитесь лучше, чем сами к себе. Человек страдает, либо вы очень страдаете, да, от какой-то хвори, от какого-то недуга. Но это действительно болезнь. Болезнь тела идет. Это не болезнь души, именно тело болеет. Вы будете искать, вы не сдадитесь, вы будете искать, что бы вам там ни говорили, какие бы диагнозы вам ни ставили. Проснется желание, вот проснется желание жить, и жить качественно, да, быть здоровым человеком, если мы говорим за вас. Если мы говорим за кого-то из ваших близких, ну, вы не сдадитесь, нет. Вы будете до последнего вот прям пробивать эту болячку, вот насквозь будете пробивать. Вы не отдадите этой болячке своего любимого человека, да, своего близкого человека. Я вижу, что будут подходы абсолютно разные. Стандартные, нестандартные, традиционные, нетрадиционные. Вы перепробуете все, и вы найдете. Вы найдете то самое средство, либо тот самый способ, который поможет избавиться от боли, от этой тяжести, от этих неприятностей. Себя избавите, либо своего любимого, близкого человека избавите. Это ваша персональная победа в жизни. Эта победа, она просто какая-то умопомрачительная и оглушительная. Вот как вы никто не сможет. Никто, поверьте. Какой-то особый, уникальный случай идет. Мои хорошие, здесь прокачается очень сильная сила вашего характера. Вы очень характерный человек, но под влиянием общества, либо под впечатлениями от воспитателей, учителей, там, родителей, бабушек и дедушек, вы в себе поселили какую-то ложную, не знаю, сдержанность, скромность и нерешительность. На самом деле вы не такой человек. Вот именно случай с болезнями, он это все обнажит. Вот то, что принято называть бойцовским характером, это в вас проснется. Поверьте, с этим характером для вас, ну, не будет запретов, не будет блоков и никогда не будет остановок. Вы глазами будете пробивать вот все эти блоки. За вас я безумно рада, потому что вам уготована, ну, самая светлая дорога, самая светлая. Это из серии, да, вижу, хочу, получаю, да, либо беру. Это про вас. Вот так вы будете идти по жизни. Вы очень поменяетесь, очень поменяетесь. Люди, которые вас знают сейчас, да, либо знали ранее, долго не видели, они будут просто шокированы, какой вы стали, либо каким вы стали. У вас поменяется и осанка, и посадка головы, и взгляд. Из такого, знаете, несчастного, где-то запуганного, либо страдательного вы превратитесь просто, ну, вот уверенность, спокойствие и мощь, вот что будет от вас веять. Такой вы станете, либо таким вы станете. Эта трансформация, она просто супер. Вот повлияет на вас коренным образом. Коренным образом. А что первопричина? Вот это боль и страдания, которые вы переживаете сейчас. Вы прокачаетесь очень мощно. Очень. Пришло ваше время. Ваше будущее – это время побед. Это время достижений, это время показать себя, блеснуть во всей красе. И вы будете блистать. Я же вам сказала, вы будете летать. Летать, когда другие ползают. Вы летаете. Помните об этом и знайте, ваш час вот-вот пробьет. Все поменяется. Мои хорошие, на этом все. Берегите, пожалуйста, себя. Ничего не бойтесь. Знайте, что все будет хорошо. Всем пока-пока.